Здравствуйте, в эфире «Эхо Москвы», в Уфе программа «История башкирских родов». У микрофона Руслан Валиев, а в нашей студии традиционно Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации ШЖР. Здравствуйте, Салават. Здравствуйте. Я напомню, что мы закончили цикл программ о истории башкирских восстаний. Закончили мы говорить восстанием, которое прошло в рамках крестьянской войны Емельяна Пугачева. И хотелось бы отдельно поговорить о главном национальном герое башкирского народа, который как раз проявил себя в ходе вот этого восстания 1773-75 годов, о Салавате Юлаеве. Начать, наверное, хотелось бы с того, где, в какой семье он родился и как прошло его детство. Семья его известна, а как прошло его детство, неизвестно. Что касается семьи, отец у него был Юлай Азналин, старшина Шайтан-Кудейской волости, знатный, влиятельный, богатый. Допустим, во время Пугачевщины, когда их дом был разграблен противниками Салавата Юлаева, подполковником Аршиневским, в доме было взято 630 рублей серебром, 50 лошадей и не считая коров и мелкого скота. Это при том, что их Юлай Азналин, Салавата дома не было, что они были в походе. Они, наверное, львиную долю этих денег с собой вывезли, потому что в походе надо же людей кормить, самим кормиться и так далее. По тем временам нормальная лошадь 10 рублей стоила. Очень большая сумма. Был человек не бедный, однозначно был образованный, потому что мы имеем на руках указы, написанные рукой Салавата Юлаева, и очень грамотно, языком каким хорошим. Образом происходило образование тогда? То есть это домашнее образование? Ну, мадресе во многих крупных населенных пунктах, где дети проходили, скажем, традиционное такое мусульманское образование, сначала грамота, шариат, основу Корана и так далее, так далее, так далее. Он был поэтом, как известно. Почему мы говорим, что он был поэт? Многие такие любители и неспровергатели пишут, что сомневаются, говорят, что это просто такой народный образ, что вот он поэт-импровизатор. Возможно, он не был поэтом. Но на самом деле он, безусловно, поэтом был. Все это не зря. К сожалению, вот оригинал его стихов, они не дошли до наших времен. Ни одного. Ни одного не дошло. Но откуда же мы знаем? Полно, целые сборники выходят стихов Салавата Юлаева. Откуда это все взято? Дело в том, что был такой Абдулла Давлетшин, начальник первого башкирского кантона был. Потом он занимал разные посты. У него сохранились вот эти стихи в 19 веке. И когда в Уфе работал знаменитый уфимский краевед, историк Игнатьев, предоставил Игнатьеву подсрочные переводы вот этих стихов. На русский язык. Да, уже переведенные на русский язык. То есть не в рифме, а подсрочники, дословные переводы. Игнатьев так и пишет. Вот эти стихи мне были даны покойным господином Давлетчиным, он пишет. И потом уже вот эти русские подсрочники были здесь переложены на русский язык в рифму. Потом были сделаны переводы на башкирский там, и другие языки, понимаете? То есть какой там тройной перевод, четверной был произведен. Тем не менее, если мы задаемся вопросом, был ли он поэтом или не был поэтом, то однозначно мы говорим, что был. Другое дело, что вот оригинал стихов, к сожалению, не дошли. Ну, давайте скажем хотя бы коротко, о чем он писал. Одну статью об этом писал, такая лирика, там есть и любовные какие-то стихи. В основном, конечно, это любовь к родине. И надо понимать контекст культуры 18-17 веков. Башкирская культура, она была пронизана суфийской тематикой, особенно поэзия. Ну и вообще моделей религиозности, кроме как суфийской, других и не было. Поэтому под знаком суфизма шло. Он, допустим, пишет: «День и ночь поет таплах, оглушая и слепя, значит, славит он Аллаха, не щадя себя». Вроде как простой стишок, но там мы видим, что это образ суфийской поэзии, допустим, восточно-персидской. Соловей — образ суфи, потому что другие птицы, они же ночью не поют, а соловей, он и ночью, и днем. Единственная птичка, которая поет, и вот суфи якобы то же самое, в отличие от других людей, день и ночь прославляет Аллаха. Образы все суфийские, образ соловья и так далее. Ну и такая у него воинственная лирика про джигита. А известно ли, когда он начал себя проявлять с точки зрения как раз джигита, как умелый воин? Мы не видим этого, потому что все это не отражено в источниках. Мы уже видим молодого человека, который в сентябре 1773 года во главе отряда, который был послан на подавление... В возрасте 19 лет. Ну, спор же идет, то ли там он в 1754 году родился, то ли в 56-м, ну, где-то в 19 лет. Молодой воин, который с отрядом подчиненных ему одноволощан, шайтан-кудейцев, там где-то сотня у него была в составе другого башкирского корпуса, вместе они перешли на сторону Пугачева, хотя шли под командованием капитана Уракова для того, чтобы сражаться с пугачевцами. Тогда вот только мы как бы узнаем о нем. В дальнейшем мы видим его как одного из наиболее таких ярких пугачевских командиров. В ходе Пугачевщины трижды был ранен. И человек, который наблюдал бой со стороны, он сам как бы шел в гуще этой рубки. А как скоро после начала крестьянской войны и вообще Пугачевщины в Башкирии он встретился лично с Пугачевым? Они все встречались с Пугачевым. Я же говорю, когда формировались вот эти башкирские повстанческие отряды, сначала которые направлялись на подавление, они переходили на сторону Пугачева. Пугачев лично каждого принимал, каждому говорил
говорил, вот ты можешь собрать полк? Если полк собираешь, вот тебе звание полковника. Давал ему соответствующий указ письменный, что вот он полковник. То же самое произошло с Салаватом Юлаевым. Дал ему ордер на то, что вот он полковник. Салават поехал и действительно собрал целую бригаду, потом и звание и бригадира дали ему, бригадного генерала. А собирал он у себя на родине, да? У себя на родине. Он вернулся Северо-Восток. к себе на родину, на сибирскую дорогу Башкирии. Не дорога в нашем привычном понимании, а дорогами назывались 4 исторические области Башкирии: Казанская, Осинская, Сибирская и Ногайская. Вернулся к себе на сибирскую дорогу, это северо-восток нашей республики нынешней, или исторического Башкортостана. Сибирская дорога, она уходила тогда и дальше, до современного Екатеринбурга. И вот он собрал войско, пошел во главе этого войска по заданию Пугачева поднимать восстание в Пермском крае. Пришел, захватил крепость Красноуфимск и осадил Кунгур. Этот эпизод, насколько успешно вот его боевые действия, например, отличались от других участников восстания? Они в тот момент были одинаково успешны, поскольку тогда была задача распространить восстание на максимально возможной территории. И вот как раз вот эти эмиссары Пугачева, один из которых был Салават Юлаев, они вот с этой задачей успешно справились. Другое дело, что не всегда удавалось брать города, потому что это была большая проблема повстанцев, да и любых вот таких нерегулярных формирований, таких как казаки, башкиры, калмыки и так далее. Все они были отличными воинами, мастерами степной войны, но чтобы брать крепости, нужно иметь инженерные войска, регулярную армию, потому что крепости просто так взять их нельзя было. Допустим, если мы будем по аналогии сравнивать то, что происходило в то время на Турецком фронте, там то же самое. Как крепости брались? Это рылись шурфы, подземные ходы, подкопы делались под стены, потом закладывался порох, бабах, стена рухнула, вот и пошли. Это большие инженерные работы. Регулярные конницы, кавалеристы, зачем они будут под землю зарываться и так далее? Таких вещей они не могли делать. Вот это была проблема взятия крепостей. А был ли Салават Юлаев в тот момент самым молодым из других руководителей? Ну, по всей видимости, да. Мы ведь знаем имена многих, но паспортов их не видели. Дату рождения Салавата и то мы случайно узнали, только потому что было следствие по делу Салавата Юлаева, были допросы, и он говорил, сколько ему лет и так далее. То есть мы только поэтому знаем. И то плюс-минус 2 года. Просто мы можем догадываться, что это были люди, уже многие из них были зрелые, достаточно опытные, потому что они участвовали и в прусском походе в 1757 года. А в какой момент этой войны или восстания Салават Юлаев стал выделяться на фоне других предводителей? Я не думаю, что он там выделялся тогда. Допустим, если бы мы смогли бы попасть в декабрь 1773 года, летом 1774 года и спросили, кто круче, да, там, наверное, мы к разочарованию многих, наверное, услышали какой-то другой ответ. Потому что у Пугачева, вот таких, как Салават Юлаев, именно башкирских командиров, есть разные подсчеты. Таймасов, историк, говорит, что 86 было таких же полковников, как Салават Юлаев. Он был в числе этих 86 чины от полковника и выше. Это как считать? Гвоздикова Инга Михайловна 40 полковников насчитал, но это тоже много. Тоже немало. Она считала как? Вот если есть подтверждение, полковник, написано прямо вот, что полковник такой, так, все, она считает его полковником. А многих не сохранилось, которые действительно были полковниками, у которых было формирование от полка и выше, не сохранился просто документ, поэтому Таймасов их тоже считает полковниками, потому что у них отряды были от полка и выше. Поскольку есть указание Пугачева, каждый, кто полк соберет, тот полковник, то логически следует, что они тоже полковники. Поэтому даже если 40, это очень много. Салават Юлаев, он был бригадир, промежуточный чин между полковником и генералом. А там были и генералы, вот как Юлуман Кушаев, Базаргул Винаев, вообще был фельдмаршалом и так далее. То есть разного уровня были предводители. И если вернуться к боевым действиям, да, вот мы остановились на осаде Кунгура. Дальше как продвигалась его личная борьба, его кампания? Осада Кунгура, она ничем не увенчалась. Подошел потом и полковник Иван Кузнецов, табынский казак. У него было где-то 1000 крестьян и казаков. У Салавата было 3000, они безуспешно осаждали. Однажды даже юлаевцы пробили пушками брешь в стене и ворвались на окраину города, но были отбиты, и взять город им не удалось. Потому что, и повторяюсь, города было брать тяжело, особенно кавалерии. Так они безуспешно стояли какое-то время. Потом Салават был ранен, и ему пришлось покинуть театр боевых действий, уехать домой на несколько недель или месяц на излечение. Кунгур не был взят. После Кунгура он продолжает боевые действия. Насчет Кунгура это был январь 1774 года, до февраля примерно. Потом уже в феврале вот он ранен, и через месяц мы видим, он там уже воюет с полковником Попавом, как раз недалеко от Красноуфимска, недалеко от Кунгура. То есть он был такой горячий очень парень. Вот прям видно по вот этим докладам, что он был отчаянный человек. Регулярная армия в то время уже для повстанцев была не по зубам. Допустим, Наполеон, как известно, совершил свой египетский поход
и сразился с мамлюкской кавалерией. И ожидаемо французская пехота разбивает мамлюкскую кавалерию. А хотя ведь мамлюкская кавалерия, она отчаянные воины, головорезы, башибузуки. И по этому поводу что написал Энгельс? 2 мамлюка, безусловно, превосходили 3 французов. 100 мамлюков были равны по силе 100 французам. 300 французов обычно одерживали верх над 300 мамлюками, а 1000 французов всегда побивали 1500 мамлюков. То есть с ростом количества слабых по отдельности французов их общая сила росла. Да, потому что это машина, это каре. Примерно такая же коллизия историческая она была. Какой-то небольшой отряд башкир мог спокойно обратить в бегство сравнимый отряд, опять же, не пехоты, скорее всего, а, наверное, такой же кавалерии, егерей или там гусар. И, кстати, мы видим по хронике вот этих боевых действий, что часто так и было. Допустим, Каранай Муратов, у него было 600 всадников, он разгромил и обратил в бегство 300 гусар под полковника Рылеева. Вот что было, когда примерно равное соотношение, и когда такая же кавалерия, они могли. Но примерно, если бы было бы 600 человек Каранай Муратов против 300 человек пехоты, уже вряд ли у них что получилось бы. Дальше вот как раз по нарастающей прогрессии, чем больше регулярных войск, тем безуспешнее борьба вот с этим регулярной кавалерии. Салавату Юлаеву приходилось ли встречаться с крупными регулярными частями? Ну, безусловно, по тем временам, допустим, там, если корпус Попова, там, а у него там от 600 до 1000 человек, это крупная сила. Или, допустим, они вместе с Пугачевым против Михельсона, у которого 2000 примерно там было человек. Это тоже огромная сила, с которой, в принципе, невозможно было. Если все воспетые американским кинематографом борьба индейцев, если посмотреть, диву даешься. Там у них самая большая победа индейцев, когда вождь неистовый лошадь, у него, по-моему, 3000 воинов было, там разгромил кавалерийский полк, человек 300, полковника Каспера. У них там считался это самая величайшая победа индейцев над регулярными частями. Близко похожего здесь не было. Здесь все-таки было посильнее. А я уже не говорю про те восстания башкирские, которые в 17 веке происходили, или там, если взять начало 18 века. То есть, конечно, это вещи несравнимые. Почему в результате вот всех этих действий, или не этих только действий, Салават Юлаев стал главным национальным героем башкирского народа? Ну, видите как, дело в том, что сам его башкирский народ, культ Салавата, вот когда говорят, что это в советское время было специально вот каждому народу вот своего национального героя, нет, это... Вроде как найдите среди своих более-менее известного, да? Нет. Я тоже вот так думал какое-то время, пока не занялся этим вопросом. Оказывается, культ Салават, он уже складывался фактически после смерти Салавата. Дело в том, что он приобрел в глазах народа ореол мученика. В прошлой программе я рассказывал, что фактически все башкирские старшины, полководцы были прощены, все избежали. Вот он один, так скажем, пошел на рожон, что называется, один решил до конца биться, и вот его одного повезли на каторгу. И вот орел мученика. Уже тогда, вот он один пострадал за весь народ. А ведь Салават, я же повторюсь, он даже в Пугачевщине не был самым крутым, да? А уже я не говорю про предводителей других восстаний. Там были там и Ялдар Асикеев, и только Учура Аллагулов. Там такие имена были, которые Салават перед ними мальчишка. Но народ, он же не рационально мыслит. Он эмоционально, да? Он эмоционально. Это на то и народ, что вот он выбрал именно его, Салавата, в качестве национального героя. Вот он один пострадал. Во-первых, это было последнее восстание, не надо забывать. То есть это было на свежей памяти. Потом, он был поэтом, я еще раз говорю. Стихи ходили по рукам, поскольку даже вот в 19 веке Давлетшина стихи Салавата Юлаева были на руках, и вот, к сожалению, они пропали. Вот это все уже сложилось вот в один единый комплекс. И уже когда русские краеведы, тот же Игнатьев в 19 веке, писать на эту тематику, они сами удивились. Вот эти стихи, и вот как, допустим, Игнатьев пишет, Салават — это батыр, посланник Аллаха, вроде какого-нибудь имама Шамиля и Гамзатбека, да, там, или Гази Магомеда. И вот он приводил стихи, всякие предания, что Салават хранил Божьи силы, что он посланник Аллаха, передавал как бы со слов тех башкир, которых он опрашивал. То есть культ сложился уже тогда. Потом в 19 веке и в русской литературе ведь он тоже возник. А почему? А потому что его упомянул единственный из башкирских военачальников, наше все, Пушкин. Когда он писал там историю Пугачева, вот, говорит, Михельсон шел разбивать Пугачева и сразился со свирепым башкирцем Салаватом. Вот свирепый башкирец Салават пошел гулять по страницам уже русской литературы, понимаете, да? То есть это много значило. Пушкин же, что он не скажет, все это, скажем, сразу выливается. Получается, что и до Пушкина информация дошла, потому что о нем говорили как раз-таки, да? Нет, с кем? Пушкин... До него дошла, он изучал документы. Да. Изучал документ, и он видел, как Салават на самом деле отчаянно дерется, и вот он под впечатлением его действий, он дал ему такую, значит, характеристику, эпитет свирепый башкирец Салават.
вот это уже стало таким клише. Уже в советское время просто было подхвачено, когда Сталин в конце 30-х годов, все шло к войне, и вот он начал поднимать вот эту патриотическую волну. Сняли фильм Суворов, Невский, там, Пугачев, и как раз и в этой серии Салават Юлаев из национальных республик какого-то героя поднять, да? А тут уже все готово. Там даже ничего придумать не надо было. Уже почему именно про Салават сняли? Это же не так вот. Дали задание какому-то, значит, Протазанову, ну-ка ты давай-ка сними. Все было практически написано уже, там, и Злобиным и так далее. Поэтому проще простого было снять о нем фильм. Это тоже сыграло. По-моему, в 40-м году, да, он вышел? По-моему, в 40-м, да. А известно ли, насколько он был принят публикой, восторженно? Или... Это же вообще, по тем временам это был бестселлер. Это вот сейчас, вот как «Храброе сердце», там, в 95-м году с Мэлом Гибсоном вышло. Я и сейчас вот смотрю, для 40-х годов это приличный блокбастер. Естественно, он, когда война началась, по всем фронтам крутился этот фильм. Я даже в армии, когда призвался в 87 году, даже нам еще в часть привозили этот фильм «Салават Юлаев». Для меня это было удивительно. Внешность Салавата Юлаева насколько точно передается в современных, скажем, изображениях? В тот же памятник Тавасиеву, ну, да? понятно, это каждый как себе вот он его представляет. Некоторые берут, вот, давай-ка я нарисую портрет Салавата. Едет в Салаватский район, выбирает типаж, как ему кажется, должен был выглядеть Салават, и все, и рисует. Но вдруг мы знаем, что он невысокого роста был, коренастый. Вот и все, что мы о нем знаем. Брюнет, все. Остались ли у него какие-то потомки? Или... Потомки остались. Неправда там, что у него ничего не осталось. У него было 2 жены, насколько я знаю, 3 детей. Но, по крайней мере, в архивных документах как раз в той же деревне я и историки находили имя Рахматулла Салаватов. Где-то на 99% это сын Салават Юлаев. Так что потомки остались. И, кстати, есть люди, которые говорят, что они потомки Салавата и так далее. То есть и приводят шире. То есть эти потомки остались здесь на родине? На родине? Не там? Нет. А как? Его же одного туда отвезли, жены и дети. Здесь остались. На каторгу он один уехал. Но между тем на каторге он провел довольно долго. Ну, 20 время. лет. 20 лет. Что известно об этом периоде? Да ничего не известно. Краткая запись, что там каторжный невольник Салават Юлаев умре в 1800, по-моему, году. Ведь он же пострадал один. Почему он пострадал? У него были все возможности избежать наказания. Выбрал для себя сам эту судьбу? Ну, трудно сказать, вот мотивацию его, да, то есть, наверное, просто юноша был горячий, вот такой бескомпромиссный, я ни за что не сдамся, и все, и никаких гвоздей, да, и на самом деле так. Екатерина II через генерала Потемкина дважды обращалась к нему, будучи уполномочен всемилостивейшую и я, величество, поверенностью, уверяю тебя, что получишь тотчас прощение. Но если укоснеешь еще за сим вещанием, то есть второе увещевание, то и никакой пощады не ожидая. Ну вот, собственно, он пренебрег, и уже пощады никакой не было. Потому что, как показал следствие, Салават и его ближайшие соратники дали клятву, чтобы им до самой их погибели находиться в беспокойстве и не покоряться. Вот такие были ребята, и как раз вот такой образ его запечатлелся, такого бескомпромиссного человека в народном бессознательном, который боролся до конца и вот принял венец мученичества. Ну и, соответственно, вот все логично на самом деле, что вот именно его народное сознание выбрало. Хотя, я повторяю, там были масса других героев. Игнатьев приводит пример с сакрализацией. Он записал песню, которую он назвал «Песня об батыре Салавата», гулял в народе. Привел подстрочник. За неисполнение воинами Салавата закона Аллах предал их и самого Салавата в руки неверных, которые его мучили, терзали смрадной тюрьмой, голодом и ранами. Он терпел с радостью, не показав нигде малодушия, и умер в чужой стране за веру и народ. Песня о батыре Салавате, которую записал Нефедов в 19 веке. Любопытно было бы, так скажем, услышать оригинал. Там же Салавата хранила силы Божьи от всякого оружия неприятельского, чтобы видели люди, что он есть истинный посланник великого Аллаха и его великого пророка. У него такой был ореол святости в конце 18-го, начале 19 веков. Так что все логично. Закончим на этом программу, в которой мы вспоминали и разбирали феномен Салавата Юлаева, национального героя башкирского народа. Спасибо большое. Я напомню, что в эфире была программа «История башкирских родов». Мы говорили о Салавате Юлаеве. У микрофона был Руслан Валиев, а в гостях нашей студии Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации ШЖР. Спасибо вам большое, Салават. Спасибо вам. До свидания. До свидания.